Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Спросите имама. Онлайн-академия Медина – классическое исламское образование с нуля. Сделаем первый шаг вместе. Ссылка на регистрацию в описании. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Намаз совершать в ботинках можно, при условии, что ботинки сделаны из материалов, в котором нет запретных составляющих, то есть не из свинины и других каких-то, может быть, содержащих наджасу нечистых веществ. И при условии, что он не читается с улицы на чистых коврах в мечети, потому что все-таки ухаживать за коврами в мечети сложно, и здесь есть исраф времени и содержания. То есть если мы будем ходить по чистым коврам в ботинках с улицы, то наши ковры придут в негодность. А так как мы живем в северных широтах земного шара, то мы часто используем покрытие на полах мечетей. Вот именно поэтому мы не пускаем людей в ботинках, потому что они заносят грязь. Ну, более того, грязь с улицы, которая с ботинками ложится на пол, она остается, и на этой грязи молиться тоже нежелательно. Есть религиозно-правовое решение, что уличная грязь, как таковая, она не является наджасом. И если вы в ботинках почитаете намаз джаназа, например, похоронный намаз на улице, похоронный намаз, он читается стоя, обычно на улице, по ханафитскому мазхабу, мнение ханафитской школы, что покойника не надо заносить в мечеть, а обычно читается рядом с мечетью. Вот, если вы будете участвовать в ботинках, а так и происходит часто, то ваш намаз будет действительным. Соответственно, если вы намаз прочитаете в ботинках, другой намаз, любой, на улице, то он будет действительным. Но опять-таки ставится условие, что ваша обувь сделана не из свинины, нет там подкладок из свинины, так как свинина в любом своем виде, даже если она прошла обработку, дубление, она считается, по мнению ученых, наджасом, то есть нечистой. Если вы знаете, что вы не наступали в этих ботинках на наджас, на нечистоты, обычно это калла, моча, испражнения животных или рвота. Если вы точно не наступали, а просто ходили по земле, как говорится, в метро, по тротуарам, то ваши ботинки считают чистыми, с условием, что они сделаны из составляющих, которые не включают свинину. И вы имеете право, полное право читать в этих ботинках. То есть не надо их снимать на улице. Опять-таки, если же вы сомневаетесь, зашли куда-то, где есть наджас, испачкали свои ботинки, или же наступили на испражнения животных, или еще что-то в этом роде, то надо будет или очистить обувь, или же читать без обуви.